Эта съемка не готовилась специально. Таким его можно было увидеть всегда, в каждый год, день и час его жизни. В работе, в деле, на съемочной площадке, на репетиции, за письменным столом. Этот фильм о нашем товарище, коллеге, учителе, лауреате государственных премий, режиссере Алты Карлиеве, чье имя носит теперь киностудия «Туркменфильм». Этот фильм не только дань уважения его таланту и заслугам. Трудно ответить, в чем смысл жизни вообще, но в чем смысл каждой конкретной жизни, на это должен уметь ответить каждый. Делом, в самой жизни, как сделал это Алты Карлиев. Жизнь человека. Мгновение в океане времени. Даже самый старый туркменский аксакал — дитя в сравнении с этими песками, горами, морем. Это одна из первых работ актера Карлиева. Фильм «Далекая невеста». Ровно через 25 минут мы будем в Туркмении. Итак, дорогие товарищи, примите от нас эти подарки, как знак любви туркменского народа к вам, защитникам нашей Родины и свободы. Гюзель Анна Мурадова, наша знатная ковровщица. Она освоила мужскую специальность и вырастила этого коня для самого храброго воина. Наш колхоз Гюль-Олег дарит вам этого коня. Его зовут Мургак. Желаю вам доскакать на нем до Берлина. Есть доскакать до Берлина! Много ли может успеть человек? Вспоминает кинорежиссер Марк Донской. Об Алты Карлиеве можно много рассказать. Это был интереснейший художник. Он вначале работал в театре, руководил театром. И это было очень интересно для развития туркменского искусства. А потом, когда он перешел в кинематограф, это тоже было для кинематографа очень большим явлением. Алты Карлиев вначале работал как артист. Он Турсун, «Далекая невеста». Что рождает успех? Талант? Помощь наставника? Совет товарища? Не только. Ощущение того, что ты неотделим от своей родины, своего народа, что ты частица их судьбы. Так родилась актерская работа Карлиева в фильме «Дурсун». Острый конфликт между новой и старой моралью. Я хочу есть. Где обед? Меня задержали товарищи из газет. Ты только и думаешь о своей славе. Ты хочешь, чтобы она была выше горы. Если твой конь
хочу сделать все, что я могу. И не для себя. Рубашку порвал. И насорил. Уберешь. Ты не заставишь джигита мыть посуду. Разве я тебя прошу мыть? Я устал. Я устала так же, как и ты. Мы оба работали. Отдохнешь и уберешь. Родина. У нее нет начала, как и нет конца. Не перечислить ее признаков, как и не очертить ее границы. Чувство Родины — это внутреннее состояние человека, его совесть, душа, его память. Мы говорим о Родине и часто вспоминаем при этом детство. Так уж устроен человек. Ему особенно дорого то, что уже скрылось за далью лет. Вглядеться, вспомнить. Алтык Орлиев шел по жизни одной судьбою со страной. И рядом шло его дело, его фильмы, его роли. Реальная жизнь, реальные люди служили основой рождения художественных образов. А те, в свою очередь, становились истоком рождения новых, вновь реальных людей, но уже на следующем витке, ступенью выше. У них учились, с них брали пример. Какой же высокой ответственностью наделен художник? Какой безупречной должна быть его гражданская совесть, его партийность? В землю советской Туркмении падали зерна, которым предстояло стать первым колхозным урожаем. Прокладывались первые борозды, открывались новые пласты жизни. И, подобно хлеборобу, художник искал на своей ниве ростки нового, его первые приметы. И Алтык Орлиев переносит со сцены на экран рассказ о новой судьбе туркменской женщины по имени Айна. На подступах к главной теме писатель Бердыкер Бабаев становится другом и единомышленником режиссера Карлиева. И вот он, решающий шаг. Я хотел давно рассказать в своем фильме о любви и верности, о дружбе, о нашем народе, который трудными путями шел к счастью и нашел его в революции. Сейчас эта мечта исполнилась. Основа фильма — известный роман писателя Бердыкера Бабаева. Мы постарались сохранить весь аромат этого романа.